Добрый вечер. На ТНВ новости, в студии Альбина Салгараева. И вот о чем расскажем сегодня. Кому стало теплее уже сегодня? Рекомендовали подать тепло во все муниципальные образования. О начале и готовности к отопительному сезону Альбина Минибаева. Ждут, когда повезет. Получилось так, что их оказалось немного больше, чем думали. Школьников из пригорода Челнов с этого года перестал возить автобус. Почему перевозчики пошли на такое, узнавал Рамиль Шайдуллин. Когда ремонт работе не помеха. Это самые счастливые мои года. Приходим на работу, пожалуйста, и мойку сделали. Как идет капитальный ремонт в Пестричинской поликлинике, увидел Сергей Хайдаров. Работа есть, нужны специалисты. В компьютерном банке вакансий города Казани более 19 тысяч вакантных рабочих мест. С ярмарки вакансий в Казани. Слава Тухмадулян. Тепло подадут всем, несмотря на долги. Республика готова к новому отопительному сезону. Сейчас ряд муниципальных образований уже приняли решение о запуске котельных. В 3000 домов татарстанцев батареи уже горячие. Исполком Казани готовит свое решение о подаче тепла. Когда в столичных домах потеплеет и поменяется ли система отопления в поселке Джалиль? Альбина Минибаева о горячем сезонном вопросе. Я могу и до ноября ждать. В тепле оденешься, одеялом в носке оденешь, и все. У Нины Шуб до начала отопительного сезона всегда наготове шерстяные носки. Пока батареи в ее квартире холодные, ждет начала отопительного сезона, как и все казанцы. Ну, днем ходить так, конечно, мне холодно. Ну, я уж старый человек, больной. Без обогревателя холодно. У нас дети, второклассник есть, малыш есть. Чтобы горячая вода побежала по батарее многоэтажек, на улице должно быть не выше 8 градусов в течение 5 дней. Но теперь не ждут непогоды, тепло на подходе. Завтра отопительный сезон начнется в Челнах. И сегодня мы рекомендовали подать тепло во все муниципальные образования, особенно на объекты детские сады, школы и часть жилых домов. В Казани к новому отопительному сезону обновили 3 котельные. На улице Портовая построили новую. Старая обрушилась в конце прошлого отопительного сезона. Котельная по улице Портовая в эту зиму вводят с новым оборудованием, но Казань в ожидании тепла. Однако 28 муниципальных образований республики определили, уже пора, и приняли решение о подаче тепла. Тепло сейчас в половине всех поликлиник и больниц республики, а в поселке Джалиль заговорили о переходе на индивидуальные двухконтурные котлы. Сети изношены, но в Минстрое заверили, рекомендовано их отремонтировать. Жители, которые захотят принять решение, те, возможно, пойдут на решение по двухконтурным котлам. Но мы сегодня таких предложений, что давайте вот все, весь Джалиль переведем в двухконтурные котлы, пока не принимаем, потому что существуют котельные, которые работают. Вот вопрос только сетей. В прошлом сезоне полностью на двухконтурные котлы перешли в поселке Урусу. Сезон прошел без жалоб. Решение о подаче тепла в Казани подготовлено, возможно, сегодня или завтра его подпишут. Альбина Минибаева, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Ждут тепла и в Пестричинской поликлинике. Здесь полным ходом сейчас идет ремонт. Он стартовал несколько месяцев назад. А как говорят пациенты, учреждение уже не узнать. По республиканской программе на апгрейд выделили 74 миллиона рублей. А всего в этом году капремонт завершается в 114 поликлиниках республики. Сергей Хайдаров оценил изменения. Сделали новую входную группу, более удобную для посетителей. Сейчас Пестричинскую поликлинику не узнать, говорит ее главный врач. Изменения видны сразу. Появились удобные пандусы для людей с ограниченными возможностями, новые входные двери, окна. А чтобы пациентам было еще комфортнее, коридоры и зону ресепшн сделали шире. Это у нас чистые перевязочные. Врачи сегодня не скрывают радости. Большой ремонт не обошел и их кабинеты. Они стали не только светлее, появилась и новая комфортная мебель. После ремонта, вот я работаю 38 лет, это самые счастливые мои года. Приходим на работу, пожалуйста, и мойку сделали теплую воду. В общем, очень хорошо. Охота на работу ходить. Обновлений здесь ждали долго. Больницу построили в 2003 году. За это время капитального ремонта здесь ни разу не было. Много людей как раз-таки сейчас хотят поменять городскую суету на сельскую жизнь, поэтому продают квартиры, строят здесь дома. Соответственно, значит, и социально они тоже хотят получать так же
все услуги, как получали в городе. Ремонт никак не сказался на приеме пациентов. Работы идут уже 4 месяца, но поликлиника принимает как обычно. Сын у меня вот инвалид, он было время, в то время, когда там была больница старая, не мог сюда порог сам проехать. Во-первых, спустились специалисты со 2-го на 1-й этаж. Это то, что удобно больным не подниматься по лестнице на 2-й этаж. Это так должно, наверное, быть во всех поликлиниках. Выйдя на улицу из поликлиники, сразу понимаю, что строители взялись за ремонт всерьез. И впереди их ждет еще целая гора работы. Несмотря на это, они обещают все закончить уже в конце ноября. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Пестрецы. Распоряжение недвижимым госимуществом возглавило топ коррупционных преступлений. Такие данные привели на Республиканской комиссии по противодействию коррупции. Ее провел Рустам Минниханов. Обсуждали задачи на предстоящие 2 года, составлен национальный план. Как подсчитали, ущерб от подобного рода преступлений за 2 последних года составил более 1 миллиарда рублей. Выявлено более 200 случаев дачи взятки. В коррупционных махинациях чаще стали замечать должностных лиц местного самоуправления. Надзорным органам президент поручил усилить контроль. Идите лесом. В поселке Элеваторная гора вблизи Челнов школьный автобус перестал возить учеников 3-х и 4-х классов. Теперь им приходится добираться своим ходом. Только раньше проблем с транспортом не было. Автобус перестал брать на борт ребят с начала этого учебного года. В чем причина, выяснял Рамиль Шайдуллин. Дочь Оксаны Рыжовой учится в 44-й школе. Став третьеклашкой, в этом году она впервые услышала, что на школьном автобусе ей ездить больше нельзя. Ни 3-х, ни 4-х классов нет в таинственных списках, по которым работают перевозчики. 1 сентября этого года составляли новые списки для посадки в автобус и отдали предпочтение первоклашкам и второклашкам. Получилось так, что их оказалось немного больше, чем думали. И в автобусе не оказалось места для 3-клашек и 4-клашек. Хотя, по словам мамы, автобусы уезжают даже полупустыми. От Элеваторной горы это 2 автобуса, до 7-й и 44-й школ. По спискам сюда вмещаются 17 учеников. В реальности в поселке живут 80. По словам учителей, все просто не влезут. В список попали только малыши. Было количество то, что 1-й и 2-й классы сажают. Из-за того, что маленькие они еще, и в списках не значились 3-й и 4-й классы. Знают ли в райцентре, что детей Элеваторной горы возят выборочно? С этим вопросом мы обратились в управление образования, где и обещали разобраться. Мы изучим количество детей, которые ездят, обязательно переговорим с директорами школ и рассмотрим, как в дальнейшем у нас будет организованы перевозки. Как нам стало известно, в эти дни формируются новые списки детей. Но когда они смогут ездить наравне со всеми, пока вопрос. В ближайшее время ребятам из 3-х и 4-х классов придется добираться до школы своим ходом. Рамиль Шайдуллин, Лейсан Ханова, Ленар Султанов, ТНВ, Тукаевский район. Если у вас есть о чем нам рассказать или показать, звоните в редакцию. Телефон службы новостей 570 50 17. Собрание жильцов закончилось потасовкой, причем вмешались посторонние люди. Полиция Казани сегодня начала проверку истории на улице Завойского. Здесь на местных жителей напали неизвестные. Они подъехали на нескольких машинах и устроили беспредел. Конфликт чуть было не перерос в полномасштабную драку. Пришлось вмешаться полицейским. Как сообщают в соцсетях, на этом собрании жильцы обсуждали выход из управляющей компании и создание своего ТСЖ. В ходе опроса участников собрания 40-летняя управляющая ТЦН Завойского 21 пояснила, что 23 сентября они находились на детской площадке, где проводилось информационное собрание жильцов. В это время во двор заехали 3 автомобиля различных марок. Из машин вышли около 10 молодых людей, по ее информации, в возрасте 20 лет, и, направившись на детскую площадку, учинили конфликт с жильцами, проводившими собрание. После происшествия неизвестные сели в свои автомобили и скрылись в неизвестном направлении. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции Казани проводят проверку, устанавливают участников конфликта. К другим темам. Когда работа ищет вас? Сегодня в Казани прошла городская ярмарка вакансий. Свободные рабочие места предложили 33 компании. Зарплаты до 40 тысяч рублей. Сейчас официально в столице зарегистрировано около 3,5 тысяч безработных. Какую работу они ищут и что предлагают работодатели? Салават Мухаммадуллин.
На вопрос, куда идти после института, Ильнур Асанов ответил: ярмарка вакансий. Молодой человек из Тольятти уже присмотрелся к предложениям в интернете, но... Возможно, здесь будет вакансий намного больше. Ну и, соответственно, я уже вижу, что здесь есть много возможностей, чтобы, возможно, найти свою работу. Такой телефон выдается, да? Этой возможностью решила воспользоваться и Оксана Иванова. На ярмарке женщина обошла всего пару стендов и уже отметила для себя некоторые вакансии. Почему-то у нас заведено, что после 40 лет очень тяжело устроиться на работу. Здесь пока такого нет. Никто не спросил про мой возраст, все достаточно заинтересованно разговаривают, потому что, видно, нуждается специалист. Работе все возрасты покорны. Это хочет доказать и Равиль Гафурбаев. Мужчина 49-го года рождения говорит, не хочется сидеть на месте. Я думаю, что реально найти. Еще так осматриваюсь, много вакансий. О том, что на ярмарке прежде всего представлены вакансии для возрастных категорий, говорят и работодатели. Ярмарка вакансий, она для тех специалистов возраста 40+, она наиболее востребована. Прямо на ярмарке есть возможность пройти тест на профориентацию. Сейчас посмотрим, подходит ли мне моя профессия. Здравствуйте, можно пройти тест? Конечно. Спасибо. Я закончил. Так, ваш результат, пожалуйста. Спасибо. Так, директор, журналист, администратор. Если честно, я переживал, но тест подтвердил, что журналистика – это моя. Сейчас в Казани официально ищут работу около 3500 человек. Вакансий больше в 5 раз. Здесь на сегодняшний день присутствует 33 работодателя, которые готовы принять на работу, в том числе и граждан предпенсионного, пожилого возраста. Так что шансы найти работу у всех равны. Вакансии есть всегда. Салават Ухмадуллин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Токари, слесари и маляры станут популярнее в будущем году. Он объявлен годом рабочих профессий. Такой указ подписал Рустам Минниханов. Напомним, Казань готовится встречать молодых профессионалов со всего мира. В августе столица примет чемпионат рабочих профессий WorldSkills. И буквально час назад в Будапеште стартовал Евроскиллз 2018. На масштабные соревнования по профмастерству в Европе заявились около 600 человек из 28 стран. Татарстан в составе сборной России представит 6 человек. Напомним, на Евроскиллз прошлого года Россия завоевала абсолютную победу в общекомандном зачете. Ребята из Татарстана привезли золото и серебро. Сегодня день знакомства, проходили инструктажи по безопасности. Завтра первый соревновательный день, первый из 3, 25, 26, 27 и 28 числа 3 соревновательных дня. Ну и, собственно говоря, будем надеяться на удачные выступления всей российской команды. Загадывать сейчас тяжело. Естественно, команда приехала сюда за победой. Будем надеяться. Это новости на ТНВ и далее в программе. Твори добро. Счастье жить и творить направлено на повышение мобильности молодых людей с ограниченными возможностями. Кто получил гранты за добрые дела? Елена Веселова. Трагическая судьба и исторические факты. Все было пропущено сквозь нервы, сквозь чувства. Казань в ожидании мировой премьеры оперы «Суембике». Детали постановки у Анны Городновой. Продолжение следует. Сегодня Рустам Минниханов и президент Лукойла Вагит Аликперов подписали протокол к соглашению о сотрудничестве между компанией и республикой. Соглашение было заключено еще 8 лет назад. Новый документ предполагает укрепление производственного потенциала и улучшение инвестклимата. В республике компания работает с 1995 года. Татарстан и Лукойл – стратегические партнеры. В развитие производства в республике компания ежегодно инвестирует по 3 миллиарда рублей. У нас несколько есть направлений. Первое – это дочерняя компания «Ритек», которая очень высокотехнологичная, очень эффективная. Уже последние 5 лет свыше 1 миллиона тонн добывает нефть ежегодно. Второе – это сеть заправок. 16% рынка Татарстана – это великолепные заправочные станции компании «Лукойл». Компания намерена и дальше сотрудничать с республикой как в вопросах геологоразведки и разработки месторождений, так и активной работе с машиностроительным комплексом.
«Лукойл» не только инвестирует, вот уже 9-й год компания поддерживает в Татарстане социально значимые проекты. Это и возрождение древних родников, строительство спортивных площадок, помощь маломобильным гражданам. В этом году на добрые дела направили 25 миллионов рублей. Их обладатели назвали сегодня на церемонии вручения. Какие идеи заслужили миллионы, об этом далее. Друзья, давайте поддерживать аплодисментами. Все, кто выходит сегодня на сцену, они уже победители. Это люди, неравнодушные к миру, к окружающим. Те, кто хочет сделать жизнь лучше и добрее. В деревне Старая Чупрале отреставрируют родник, а в Альметьевскую больницу номер 3 на полученные средства купят оборудование в кабинет реабилитации. Участвует не первый год. Это обслуживание ветеранов войны на дому. Мы там тоже заняли место. И благодаря этой программе было докуплено оборудование. Это ЭКГ-аппарат, холтер, переносной УЗИ-аппарат. Конкурс проходит в этом году уже 9-й раз. На рассмотрении комиссии 610 заявок из 45 районов республики. Победителями стали 146 проектов. Они получают до $500 000 рублей. Этот праздник, который мы сегодня имеем возможность провести, это тоже подарок, который делает компания «Лукойл». И это возможность для наших людей проявить себя. Это уникальная республика, уникальные руководители, где есть преемственность, где есть традиции, которые дают возможность республике динамично развиваться. И самое главное, создавать условия для развития. В этом году традиционно номинаций 3 – духовность и культура, экология, спорт. 4-е ежегодно меняется. На этот раз появились молодежные инициативы. Государственный советник республики Ментимир Шаймиев предложил еще одну. Сейчас настолько полезна эта работа, и молодежь берет пример, и появились мысли. Нам надо дальше заняться, может быть, даже и номинация появится «Экология души». Это настолько всеобъемлюще. Счастье жить и творить направлено на повышение мобильности молодых людей с ограниченными возможностями. А это уже обладатели Гран-при. Его получил региональный центр развития движения «Обилимпикс». Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в Татарстане проходит на базе Казанского торгово-экономического техникума. Мы определяем, по каким компетенциям будут соревнования. Какие организации будут центром компетенций по каждому направлению, где будут чемпионаты проводиться. Конкурс пройдет и в следующем году. Всего же за 9 лет финансирование получили более 1100 добрых проектов. Елена Веселова, Альбина Асылгараева, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Турция, Китай, США и Казахстан в лидерах среди партнеров Татарстана. Внешнеторговый оборот республики с зарубежными странами и регионами России вырос на 12,5%. О потенциале сегодня говорил премьер Алексей Песошин с представителями республики в стране и за ее пределами. На усиление внешнеэкономических связей внимание акцентировал и Рустам Минниханов в своем послании. Так, Узбекистан готов реализовать совместный проект с Татарстаном в области нефтехимии. Сегодня делегация Каракалпакской республики встретилась с руководством группы компаний «Таиф». Сейчас Узбекистан планирует открыть у себя газоперерабатывающий завод, подключиться к строительству в той или иной степени, например, в качестве инвестора, и предложили «Таифу». Мы приехали, поговорить с вами, от вас какие помощи, и обменяться опытами, это у нас сначала один завод мы построили, второй мы хотим из газа тоже. Мы готовы рассмотреть конструктивные предложения, с учетом, как правильно сказали, есть опыт уже, навыки и в строительстве, и в расширении производства с использованием новых технологий. Как отметили гости, для сотрудничества нашу республику выбрали, потому что с Узбекистаном ее связывают тесные культурные связи. А группа компаний «Таиф» уже хорошо зарекомендовала себя в реализации подобных проектов. «Таиф», я думаю, что это здесь знаменитая компания, есть результаты их работы. То, что было презентовано, уже реализовали такие типичные же проекты. И мы думаем, что очень доверительная компания. К другим темам. Сегодня коммунисты встретились с журналистами. На пресс-конференции лидер фракции КПРФ в Госсовете Хафиз Миргалимов рассказал об итогах выборов в регионах страны, о пенсионной реформе и вчерашнем заседании парламента республики. Также он высказался о выступлении президента. Наверное, один из
аналитических, сильных посланий нашего президента. Вот. Экономика, политика, вот. Сельское производство, машиностроение, химия, просвещение, здравоохранение и культура. Все как у людей. Семейные склоки привели на больничную койку самку страуса. Ее покусал самец. История произошла в Челнах в местном зоопарке. Сегодня страусихе Розе сделали операции и вернули зрение. Как скандал в птичьем семействе сподвиг ветеринаров на хирургический дебют, Светлана Звонарева. После 2 часов у операционного стола ветеринары вынесли вердикт. Процедуры прошли успешно. Сейчас Розе нужен покой. Поврежденный глаз нуждался в лечении давно, но для операции страуса нужно было транспортировать в Казань, что и стало проблемой. Тогда решили довериться местным ветеринарам. При осмотре глаза выявилось, что у него множественные папилломы. Одна папиллома очень большая, поэтому шла деформация века. Фактически сам зрачок, глаз не повреждены. Повторный осмотр птицы запланирован через 2 недели. Все это время Роза будет проходить реабилитацию. После ссоры с самцом теперь у страусихи отдельный вольер. У нас есть свой ветеринар, в штатном расписании он есть. Осматривает постоянно животных. Тем более это особо идет перед зимним периодом. Сейчас в зоопарке, как и у людей, сезон прививок, а затем обитатели начинают готовиться к зимней спячке. У них меняются вкусовые пристрастия и рацион. Животные накапливают подкожный жир, которого должно хватить на всю зиму. Необходимо также подготовить место для сна. Вырыть глубокую нору, свить гнездо или устроить берлогу. Светлана Звонарева, Гузель Габдуллина, Ленар Султанов, ТНВ, Набережные Челны. Не нарушать семейную идиллию попросили казанцев. Лебеди-шипуны на кабане, которые выхаживают сейчас птенцов, очень остро реагируют на вмешательство извне. К горожанам обратился Госкомитет по биоресурсам. Жители просят воздержаться от активных поездок на гидроциклах, лодках и катамаранах. Некоторые птенцы подолгу не могут присоединиться к остальным. В результате у птиц повышается уровень стресса и может развиться истощение, рассказали в ведомстве. 5 фургонов декорации, более 500 костюмов, 2 года подготовки, и все это на казанской сцене. Уже завтра в Театре оперы и балета мировая премьера «Опера Сюембике». Она откроет новый сезон. Либретто Рената Хариса, музыка Резиды Ахиаровой, трагичный образ царицы и целая историческая эпоха в 3 действиях. Анна Городнова уже заглянула за кулисы и поделится деталями. Билеты есть на Сюембике? Нет, билеты все проданы. Билеты на Сюембике раскупили за лето. Завтра в Театре оперы и балета ожидают аншлаг. Уже приехали 5 фур декораций. Сегодня генеральная репетиция. Масштаб трагедии Сюембике соответствует масштабам народных сцен. Только костюмов пошито более 500. А самой героине и сейчас слагают легенды. Царица, мать, супруга в ее образе и борьба и противостояние. Автор либретто Ренат Харис изучил немало исторической литературы, прежде чем браться за текст. Я, когда писал, переживал. Я вчера генеральную репетицию смотрел. У меня, несмотря на то, что я все знаю там, даже больше предполагаю, у меня в горле был ком и в глазах были слезы. Сюембике взошла на престол в самое трудное время для Казанского ханства. Правила во имя народа, и за это отдала жизнь. Приглашенный из Санкт-Петербурга режиссер-постановщик Юрий Александров признается, они не старались передать историю. В основе непростая судьба женщины. Степень этого ужаса, и который ее окружал, потребовал в финале какого-то небесного исхода. Я просил и либретиста, и композитора, чтобы мы закончили очень тихо и светло, потому что это память. В 3 действиях 3 города. Сцена превратится и в Казань, и в Москву, и в Касимов. Опера на русском и татарском языках. Музыка написана с нуля. Все было пропущено сквозь нервы, сквозь чувства. А то, что скопилось много вариантов, это результат большой работы. Основные партии исполнят как ведущие солисты труппы театра имени Джалиля Гульнора Гатина, Артур Исламов, так и приглашенные Ахмед Агади из Мариинского и Ильгам Балеев из Башкирского. Мировая премьера будет идти 2 дня. Те, кто не успел купить билеты, Сюембике, возможно, покажут этой весной. Анна Городова, Марат Сидгараев, ТНВ, Казань. Эфир продолжит программа «Вызов 112». Впереди еще прогноз погоды. Я же не прощаюсь. Увидимся в 21:30.
Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Третий вратарь становится номером 1, а команда возвращается в число фаворитов. Матчем против Сибири хоккеисты Акбарса начали домашнюю серию. Новосибирцы в этом сезоне не заработали ни одного очка и сменили тренера. Рано или поздно черная полоса должна была смениться на белую. Все это прекрасно понимали. И дважды Акбарс, выходя вперед в счете, пропускал ответную шайбу. Так продолжалось до третьего периода. Героем поединка стал канадский дуэт Азеведо-Клинхаммер. При равном счете именно они смогли организовать победный штурм у ворот соперника, тем самым продлив безвыигрышную серию гостей до 10 юбилейных матчей. Итоговый счет 3-2. Уже завтра Акбарс принимает еще одну темную лошадку КХЛ – китайский коллектив Куньлунь. Настраивать особенно не надо было. Мы сделали выводы свои после прошлого матча. И ребята правильно подошли к матчу и сыграли достойно, я считаю. Хотя игра непростая, ребята бьются. То есть соперник был настроен очень хорошо. Но тем не менее мы сделали свое дело. А лучшие волейболисты-промышленники собрались в Арском районе. Сегодня там стартовал Кубок президента Федерации волейбола республики среди предприятий сельских районов. В прошлом году турнир проводили альметьевцы. До этого традиционные соревнования проходили только в Казани. Сразу на 2 волейбольных площадках Арского спорткомплекса команды соревновались за главный трофей. Поддержать команды приехал и Фарид Мухаммедшин. Председатель Госсовета и президент Федерации волейбола ежегодно посещает турнир и проводит выездное заседание по развитию этого вида спорта в Татарстане. В финале встретились 8 лучших команд республики, половина из которых сельские. В этом году количество участвующих команд превысило 80. Это говорит о популярности, это говорит о востребованности. И я должен сказать, что я на днях по договоренности с Министерством спорта республики, руководством и исполнительными органами власти Казани подписал еще один документ, которым мы начинаем лигу школьного волейбола. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Как бы нам не хотелось продлить теплые дни, у осени свои законы. О погоде через минуту. Вам нужен шкаф-купе? Качественный и недорогой по вашим размерам? Даниил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Даниил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Сентябрь близится к концу. И все явственнее ощущается приближение хмурой осени. В среду небо будет затянуто облаками. Местами пройдут дожди, преимущественно в первой половине дня. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики дожди, пасмурно, 13-14 градусов. На северо-востоке Татарстана осень не отступает и не выше 13 градусов. На севере Татарстана похожая ситуация, но там до плюс 15. На северо-западе республики совсем прохладно, воздух едва прогреется до плюс 11. На юго-западе Татарстана облачно, местами пройдут дожди и до плюс 12. В центре республики солнца видно не будет, 12-13 градусов выше 0. В Казани открылся центр лечения позвоночника и суставов клиника «Доктор Ост» на Ямашева, 11. Не терпите боль, вернуться к полноценной жизни – это просто. Артрит, артроз, грыжа, операция. Стоп! Никаких крайних мер. При любых заболеваниях позвоночника или суставов сразу же обращайтесь к специалистам клиники «Доктор Ост». Здесь лечат самые сложные заболевания опорно-двигательного аппарата без боли и операций. За ваше здоровье отвечает команда высококлассных врачей, новейшее оборудование и комплексный подход в лечении. Приходите к нам. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни – это просто. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Спонсор прогноза погоды – клиника Фармте. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам, без боли операции на аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. В Казани ожидается дождливый день. Днем до плюс 13. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 77%.
Спонсор показа ООО СМУ номер 12. Торопитесь приобрести квартиры по выгодной цене. ЖК «Приволжский» – кирпичные дома с индивидуальным отоплением на берегу Волги. Хорошее качество, приемлемые цены. Звоните 561 08 81. Хотите встречать рассвет из окон вашей квартиры, наслаждаться свежим воздухом и прекрасными видами? Тогда вам в жилой комплекс «Приволжский». Торопитесь, продажи в новых домах только начались. Телефон 561 08 81.